Огромная территория, 17 миллионов квадратных километров, 4 климатических зоны, 9 часовых поясов. Что ты знаешь об этой земле? Твоей земле. Каждый из нас внутри своего маленького мира. А что там за ним? Чудеса? Мистика? Но всегда ли ты способен понять природу того, что видишь? Республика Коми. Мы отправляемся сюда в поисках ответа на вопрос, который мучает человечество со времен его возникновения. Как избавиться от крыс? Эти твари появились на Земле на 48 миллионов лет раньше, чем люди. Одна пара крыс может за год произвести на свет целую колонию в 2000 крыс. В среднем на каждого жителя планеты приходится по 2 крысы. Они способны разгрызть и металл, и бетон. Они дольше всех млекопитающих способны выживать без воды. Они живут в городах и в деревнях, на кораблях и в лодках. Они пробираются на самолеты, выживают за полярным кругом и могут приспособиться к любой среде обитания, особенно если рядом есть человек. Не имеет значения даже повышенный уровень радиации. Но здесь, в Коми, есть территория, уникальная территория на планете Земля. Территория, где крысы не живут. Здесь есть люди и скот, амбары и сараи, помойки и магазины. Все условия, привычные для крыс. И тем не менее, крыс здесь нет. Зато местные жители рассказали нам о том, что в здешних реках обитают самые настоящие крокодилы. А по берегам с древнейших времен ходит и летает странный, блестящий на солнце идол – золотая баба. Она прибыла откуда-то с небес, и поэтому она считается божеством. И что на самом деле создание инопланетного робота. В поисках следов загадочного доисторического робота мы отправляемся к одному из самых грандиозных геологических памятников России – на плато Мань-Пупунёр. Мы проделаем опасный путь по реке, чтобы выяснить, есть ли реальное доказательство существования внеземных механизмов в этих краях. Мы исследуем самые загадочные и самые странные места Республики Коми. Мы собираемся разобраться, правда ли, что здесь расположена база внеземных цивилизаций. Село Богородское, Республика Коми. Что таится в этой земле? Почему твари, от которых человечество не может избавиться тысячелетиями, здесь не живут? Почему крысы, как огня, боятся всего, что привезено отсюда, из села Богородское? Когда начинался кров крольчихи, я возила в Кайгородок сухое сено. В рюкзак натолкаю и привезу. И когда видим, что крыса подходит к пище, которая приготовлена для крольчихи, кидаем прямо, даже не кидаем в клетку, а прямо на сетку бросаем. Крыса прямо аж с фырканьем отскакивает, убегает с клетки. Поэтому я часто возила в огородах. Пока держали кроликов, постоянно возила. В городе был случай, когда там подвал высыпали мы остатки сена по углам, и все крысы оттуда сразу убежали, полезли на 2-й этаж. Соседка прибежала, говорит, крысы, говорит, всю ночь спать не давали, все перебрались от вас снизу. Можно было бы подумать, что дело в особых травах, которые растут в окрестностях деревни. Однако местные уверены, травы ни при чем. Например, я не считаю, что это трава. Такие же травы растут в Кайгородке, такие же травы растут в Прилузье. Но у них же крысы водятся, и в больших количествах. А здесь их нет. Поэтому я считаю, что это все-таки не в травах, а в почве. Собственную землю в аномальном влиянии на крыс богородцы подозревают не случайно. Окрестности деревни, так уж сложилось за последний век, стали местом падения отстыкованных ступеней космических ракет, тех, что стартуют с космодрома Плесецк. Фрагмент такой ступени мы сами обнаружили недалеко от деревни. Михаил помнит, как на Землю упал этот кусок космического корабля, но не видит в этом ничего удивительного. В его селе все уже давно научились использовать продукты нашей космической промышленности в личных целях.
С этого даже лодки делают, и крыши делают там в избушках. Хотя когда-то жители Богородского упавших с неба железяк побаивались. Кто-то ляпнул, что они могут быть радиоактивными. Мы говорили про радиацию и про то, что вот где мы охотимся, там обычно падают корпуса этих космических ступеней, обтекателей. Ну, ради любопытства купил я этот дозиметр бытовой и провел там измерения этих частей ракет на радиацию. Ну, он нормальный 7-9 микрорентген в час. Однако похоже, что фрагменты летательных кораблей из Плесецка тут ни при чем. Упав на землю, они действительно не представляют никакой опасности. Ни для людей, ни для крыс. Какие-то же аномалии идут. Привозили этих крыс. Это одна женщина, говорит, привезла беременную крысу. И они все равно не разродились, да? Нет, нет. И вот у нас ведь раньше привозили сюда весной по большой воде на целый год муку, крупу, сахар, вот это баржами сюда везли на целый год. И вот до Антона эта баржа доезжает, и крысы прямо оттуда прыгают в воду. Воду спрыгивают. Сюда не едут. То, что рассказывают местные жители, на самом деле просто потрясает. Но мы бы хотели удостовериться в словах богородцев и решили провести собственный эксперимент в этой деревне. Мы собираемся нанять судно выше по течению и проследить, действительно ли реакция грызунов будет такой, как ее описывают местные жители. Для эксперимента нам, естественно, понадобятся крысы. А потому мы обратились за помощью в лабораторию экологии животных Института биологии эколого-научного центра Уральского отделения Российской академии наук. Местные ученые оказались весьма заинтересованы, согласились помочь и предоставить грызунов для исследований. В 60-х годах прошлого века в связи с тем, что на западе региона, в верховьях реки Мизень, начались интенсивные лесоразработки, по договоренности с Болгарией туда приехало очень много лесозаготовителей, образовались поселки городского типа, образовалось много свалок, и тем не менее до сих пор крысы в этом районе также не обитают. Ну, в общем, это вопрос непростой, научных объяснений этому факту нет. Анатолий Петров подтвердил, крысы не просто отказываются жить в этом районе, они буквально боятся этих мест. Их необъяснимую панику наблюдали сотни людей на протяжении десятилетий. Есть наблюдение, что они неоднократно приезжали и избегали, значит, на берег с барж, с пароходов, с теплоходов. Сегодня, благодаря ученым, у нас есть несколько клеток с лабораторными крысами. Мы не собираемся причинять им никакого вреда. Все, чего мы хотим, понаблюдать за реакцией этих животных во время приближения катера к деревне Богородская. Это позволит нам в буквальном смысле убедиться в правдивости невероятных рассказов об особенностях этого села. Когда до Богородского осталось меньше 10 километров, катер сбавил ход, и мы обратили внимание, что спокойные до того зверьки начали заметно нервничать. Крысиный вожак с тревогой высматривал что-то прямо по курсу движения. Остальные крысы явно не могли спокойно сидеть на месте. В качестве эксперимента мы приоткрыли дверцу одной из клеток и были поражены. Наши операторы едва успевали снимать то, что происходило дальше. Крысы на самом деле бросились в воду и стали уплывать прочь от корабля. Они пытались сойти на берег до того, как на горизонте покажется село Богородское. Однако, похоже, мы открыли клетку слишком поздно. Когда наша съемочная группа выбралась на берег, на земле мы обнаружили мокрый труп одной из наших подопечных. На берегу нас встретила Анна Попова, глава администрации Богородского. Она объяснила, не только их село отпугивает вездесущих крыс. Оказывается, земли, откуда бегут грызуны, образуют настоящий аномальный треугольник. Здесь получается вот это один угол, второй угол получается вот где-то здесь вот в верховьях Вишера. И вот, значит, Вишеру впадает Нившера. Где-то вот выше этого населенного пункта. Ну вот, получается, точки вот где-то приблизительно вот так вот. И получается, вот в рамках этого треугольника крысы не живут.
Из Сыктывкара в Богородское мы привезли с собой еще несколько грызунов. Сейчас члены нашей съемочной группы закрепляют на их спинах радиодатчики. Они не мешают животным передвигаться, но при этом постоянно передают радиосигнал на специальное устройство. Мы выпустили крыс в самом центре поселка. Немедля, ни секунды, животные разбежались в разные стороны. Поначалу нам показалось, что некоторые из них повели себя вполне естественно и направились в сторону человеческих жилищ, туда, где можно добыть себе пропитание. Однако всего за час наблюдений за сигналами радиопередатчика выяснилось: очень быстро все грызуны покинули территорию загадочного треугольника, обозначенного нам на карте главой Богородского. А уже через 1,5 часа сигнал перестал доходить до нашего принимающего устройства. Однако нам так и не удалось понять, что именно заставляет животных немедленно покидать эти земли. Но нашей съемочной группе хорошо известно: если на какой-либо вопрос не в силах ответить официальная наука, нужно обратиться к народной мудрости. Память поколений сохраняет, пусть даже в иносказательной форме, огромный опыт и знания многих поколений людей. Зарня Ани, или золотая баба, золотая женщина, упоминание о такой богине, идоле даже, есть с 13 века в русских источниках. Но что это золотая баба? За что она отвечала? Ну, предполагается, что это символ плодородия, покровитель земли. Зарни Ани, она же Золотая Баба, одно из самых загадочных местных божеств. Она была покровительницей женщин. Объясняла им, как держать дом в чистоте и гармонии. Там, где она жила, люди ничего не знали о крысах. Но вот парадокс. Большинство языческих идолов так или иначе известны ученым. Их вырезали из дерева, выбивали в камни. Но идолов Золотой Бабы просто нет. Не найден ни один идол, который можно было бы четко соотнести с Золотой Бабой. Но мы узнали. Герб Республики Коми и есть изображение Золотой Бабы. На гербе Республики Коми, согласно официальному описанию, законодательно утвержденному, изображен на груди птицы облик богини Зарни Ани. Но ведь здесь изображение птицы, а не бабы. Легенды о Зарни Ани гласят: она могла сама передвигаться, иногда даже летать. Из-за этого она иногда изображается как птица, иногда как женщина. Она была невероятно мудра и абсолютно неуязвима. Но главная загадка для ученых – почему народы Коми называют ее «золотой». Ну, какого из чистого золота он может быть сделан? Здесь, в принципе, это практически невозможно. И вообще идолов из металла на севере не делают. Хоть из какого. Там из железа, из золота, из серебра. Здесь дерево в основном. Итак, что это за идол, что сам способен ходить и даже летать? Идол золотой, но делать божеств из металла здесь не умели. Идол, который даровал людям знания. Все это заставляет альтернативных исследователей верить. Зарни Ани – это не просто легендарное божество местных народов. Зарни Ани – это робот. Инопланетный робот, оставленный здесь другой цивилизацией. Зарни Ань, она прибыла откуда-то с небес, и поэтому она считается божеством. Получается, как бы создание инопланетное вот в виде робота. Исследователь Валерий Тун утверждает, что может помочь нам найти доказательства этой невероятной теории. Более того, робот Зарни Ани, по его словам, вполне возможно все еще здесь, на этой земле. Но прежде всего мы должны отправиться туда, откуда все началось. Туда, откуда пришла загадочная Зарни Ани. На плато Мань-Пупунёр. Через несколько минут вы узнаете. Эти гигантские столбы выветривания на протяжении тысячелетий могли быть отличным ориентиром для посадки космических кораблей с других планет. Такое ощущение было, что это как бы искусственно созданная плата на высоте 700 метров. В поисках доказательств того, что инопланетные корабли прилетали сюда с глубокой древности, мы готовы преодолеть любые препятствия.
Но местные жители предупредили нас. Эти реки гораздо опаснее, чем может показаться, потому что здесь видели настоящих крокодилов. Мы встречаем все больше невероятных сообщений и уникальных свидетельств. Но как отделить истину от мифа? Вот этот человек согласился провести нас туда, где все наши сомнения развеются. Вот сейчас мы тут находимся, не слышно ни пения птиц, ничего. Из зловещего леса мы вышли к заброшенной деревушке. Пустые дома, темные провалы окон и гробовая тишина. Здесь, в самом центре аномальной зоны, нам удалось совершить невероятное открытие. Республика Коми. На этой территории расположено одно из самых удивительных чудес России. Огромное, величественное, труднодоступное и потрясающее плато Мань-Пупунёр. Долгое время лишь избранные люди на планете Земля знали о существовании этого невероятного памятника природы. Когда-то это плато было запретным для посещения у местных народов. Да и сегодня, без всяких запретов, попасть сюда весьма непросто. До ближайшего поселка, кстати, абсолютно заброшенного, порядка 100 километров. Огромные столбы высотой от 30 до 42 метров возвышаются над огромной территорией. Мы находимся на плато Мань-Пупунёр. Оно считается энергетическим центром, наверное, всех Уральских гор. И с этим местом связано очень много легенд. Мансийских легенд, коми-легенд. И по одной из легенд вот эти вот каменные стуканы-болваны – это застывшие 7 братьев, которых превратил камень шаман. Он хотел завладеть сестрой братьев. У него ничего не получилось, и тогда он вот превратил их в эти каменные изваяния. А сестра, по легенде, до сих пор она где-то блуждает, летает. Иногда она тоже здесь появляется, как в виде золотой бабы сияющей. Нас привлекла сюда именно легенда о золотой бабе. Это, пожалуй, одно из самых загадочных языческих божеств. Многие исследователи полагают, на самом деле золотая баба могла быть роботом, искусственно созданным существом из желтого, блестящего на солнце металла. Механизмом, который способен автономно существовать, передвигаться, летать и взаимодействовать с людьми. Откуда-то взялись здесь вот эти останки такой необычной формы, огромной величины до 50 метров. Может быть, это какие-то опознавательные знаки для НЛО. Может быть, они здесь и приземляются. Неизвестно, что здесь бывает, когда нет людей. И вообще эта гора считается, у Манси считалась священной. Здесь никогда не появлялись люди, но сюда нельзя было подниматься. Это только вот сейчас мы сюда летаем на вертолетах, ходим сюда пешком. Как ни странно, предположения о внеземных цивилизациях, которые избрали плато своей посадочной базой, не вызывают у местного населения недоверия или скепсиса. Те, кто хоть раз побывал на Мань-Пупунёр, понимают, это действительно возможно. Посадка в этих местах затруднительна, только в каньонах по берегам рек. А здесь такое ощущение было, что это как бы искусственно созданная плато на высоте 700 метров, и издалека видно хороший ориентир для посадки. Многие говорили, что видели какие-то передвигающиеся, светящиеся объекты. Вертолетчики с высоты часто замечают странные следы на поверхности плато. Будто специально они обнаруживаются в самых удобных для посадки местах. Вот эти вот лунки, они говорят о том изначально, что здесь кто-то был. То есть эти лунки показывают как бы место точки приземления, да? Но когда приближаешься, садишься и проверяешь, то это просто какой-то жидкий грунт. То есть непонятно, то ли оно расплавленное там внутри, то ли твердое. То есть впечатление по этим лункам было, что здесь очень было много посадок. Легенды гласят, что золотая баба спустилась к жителям Коми именно отсюда. Однако последние несколько лет случаи наблюдения неопознанных летающих объектов на плато становятся все реже. И мы объективно понимаем, что шансов своими глазами увидеть НЛО у нас практически нет. Мы же хотим разобраться, есть ли какие-либо реальные доказательства столь невероятной теории. Оказалось, есть. И они гораздо ближе, чем мы думали. Я видел инопланетянские корабли по штуке.
Нас 3 судна. И только до Рабача подошли, тучи черные. И хоп, 2 корабля прожектора включили. И мы их 14 минут наблюдали, этот корабль. Этот человек когда-то служил в речном порту Сыктывкара. Он лишь один из многих, кто наблюдал НЛО прямо над рекой Вычегда. Прожектора желтый, вот такой свет лимона пучками. Там как раз поле сенокосное. И вот они осветили, и нам катера осветили желтым светом. Потом один медленно ушел в тучу, зашел, а второй так с нами шел 14 минут. С 40 начали видеть, я сразу штурманская привычка засекать. И у 54 он в тучу ушел. 14 минут. В этом же районе вот, и ночью где-то в 4 часа одна женщина подошла к окну, выглянула и видит яркий объект какой-то, который поднимается над лесом. Он завес был такой, сначала круглый, потом стал плоским. Вот повисел и обратно как бы опустился. Ну, ей стало как бы страшно, она обратно окна, что ли, даже позвонила в милицию. Вот вижу такое-то. Ну, дежурный отозвался, что я тут один и ничего сделать не могу. Брат мой рассказывал, он тогда гостил у дяди Максима, это у маминой сестры муж. Говорит, пошли и увидели такое какое-то светящееся пятно, а оттуда зеленый луч. Брат мой Василий, значит, отошел там, как бы, а дядя Максим стал смотреть. И этот луч прямо упал на него, и рядом собака, не очень далеко была. Она взвизгнула, поджав хвост, убежала. А дядя Максим еще посмотрел, через месяц заболел и умер. Вычегда, Богородская, Кармыльк, Корткерос, Юркаты. Вот лишь некоторые из населенных пунктов, откуда регулярно поступают сообщения о виденных НЛО. Над Якшей пролетал объект, зеленый луч из него был в землю. Мой покойный дядюшка конкретно под него попал, его не узнали собаки. Он ослабел. Меня этот луч задел краем, я тоже как бы, чуть-чуть потерял, как бы, не сознание, а было непонятное состояние, я не мог как бы ориентироваться в пространстве, скажем так. Хотя я находился от дома буквально в 20 метрах, и я не мог определить, где мой дом, куда мне двигаться. Слова местных жителей звучат подчас просто невероятно. Однако, что бы они ни видели, им сложно не верить. Разные, незнакомые между собой люди описывают весьма похожие явления. И тем не менее, никто из них не смог предъявить нам ни фотографий, ни видеопленки с записью визита космических пришельцев. Впрочем, очень скоро нам рассказали, где можно найти реальные доказательства визитов НЛО. Чтобы увидеть этого человека, нашей съемочной группе пришлось проделать весьма рискованный путь. Никита живет вдалеке от дорог и деревень, на реке. Он скрывается от людей, боится, что если о нем узнают, отберут у него самое ценное. Вот этот спичечный коробок. В свое время мой дед, когда работал в милиции, перевозил заключенных, ему передали вот эту вещь, и она мне, так сказать, досталась по наследству. А когда дедушки не стало, бабушка мне передала как бы все его вещи, ордена, и вот эту вещь, которая мне досталась. Маленький спичечный коробок Никита хранит как зеницу ока, не расстается с ним ни на минуту. Он хорошо знает, все, кто владел подобным до него, либо исчезли, либо навсегда лишились возможности еще раз увидеть то, что там внутри. Он подозревает, что другие находки были изъяты у простых граждан спецслужбами. Именно поэтому Никита не спешит показывать свое лицо. К сожалению, охотников за этой вещью как бы очень много, и я бы не хотел как бы распространяться на эту тему. Наконец, Никита все же согласился показать нам то, что внутри. Они существуют, и это факт. Это вольфрамовые спирали. С 80-х годов прошлого века
золотодобытчики стали находить их в золотоносном слое, находящемся от поверхности на глубине примерно 12 метров. Эта геологическая эпоха отделена от нас почти 30 тысячами лет. Значит, они были здесь еще во времена ледникового периода. Сначала не могли понять, что это такое, потому что настолько хорошо и как бы уникально, элегантно она выглядела, потому что времени прошло очень много. Человек в тех условиях и в тех временных рамках навряд ли смог ее сделать своими руками. Кто и как на самом деле мог создать нечто подобное многие тысячелетия назад? А может быть, подобные спирали могут формироваться под действием каких-либо природных сил? В лаборатории Института геологии нам объяснили, если Никита не врет, в его руках на самом деле находится сенсация. Представьте себе вольфрам. Это спиральки, которые у нас в лампочках. Когда они появились? Попова, да, эпоха Попова. Когда настолько была развита вообще индустрия, чтобы они могли из вольфрама сделать такую спиральку. Это искусство, великое искусство. Надо обладать приборной базой или такими возможностями, которые могли из вольфрама сделать такую спиральку. Ищите инопланетян, которые могли делать вольфрамовые спирали. Итак, 30 тысяч лет назад в результате деятельности неизвестной науки высокотехнологичной цивилизации в районе золотых приисков остались вольфрамовые спирали. Стоит сопоставить это с тем, что местные народы сохранили легенду о некоем странном идоле – золотой бабе, описания которой весьма напоминают современным исследователям человекообразного робота. И, наконец, многочисленные свидетельства появления НЛО в наши дни. Все это говорит о том, что по необъяснимой причине эти места привлекают представителей внеземных цивилизаций с доисторических времен. Но что могло заинтересовать здесь представителей внеземной цивилизации? Эти леса полны загадок. Места страшные, зловещие, птицы тут почти не поют. Деревья приобретают странный вид, очень странный вид. Местные жители рассказали нам, недалеко от этой странной и страшной рощи они встречали настоящих крокодилов. Поедал их коров, когда они выходили на берег к реке. Реки здесь текут горячие, а местные жители сохранили память о железных людях. Она считалась, что непобедимая. Ее не брали ни луки, ни стрелы. Но самое невероятное открытие мы сделали сами. В темноте заброшенного амбара мы нашли подтверждение самым невероятным легендам. Река Вычегда и окрестности аномального треугольника, где не живут крысы, славятся множеством странностей. Жители сел и деревень, что стоят на берегах этой реки, сохранили память о странных существах, что появлялись здесь раньше и что снова и снова выползают на берега. Практически во всех деревнях есть легенды о каком-то чудовище, которое пожирало животных. Но дело не только в легендах. Местные жители уверяют, чудовища не исчезли до сих пор. Они здесь, рядом с нами. Просто научились лучше прятаться. Ну, как его описывают, он с большой пастью, клыками и такое большое водяное, можно сказать, водное животное. Но то, что он жил в реке, это факт. Местные жители о нем говорят так, что Глот поедал их коров, когда они выходили на берег, и он очень сильно вредил населению, то есть крестьянам. В это сложно поверить, но речь идет о крокодилах, холоднокровных животных, которые в дикой природе встречаются исключительно в южных широтах. Как эти существа могут выживать здесь, на севере, и откуда они появились? Первые изображения крокодилов появились в Древнем Египте, честно сказать. Вот, насколько я знаю, опять же. Но как образы первобытного искусства на территории современной республики Коми
первые ящеры или крокодилы из бронзы датируются серединой второй половины первого тысячелетия до нашей эры. Оказывается, первые упоминания о ящерах-крокодилах и даже их изображения в республике Коми имеют тысячелетние корни. Археолог Игорь Васкул объяснил нам, для коми-пермяцких народов вообще очень характерно изображать животных на предметах культа и быта. Это явление получило название «звериный стиль». Однако существа, так похожие на крокодилов, всегда занимали в культуре коми-народов особое место. Подобных животных называли глот. И глоту не поклонялись. Его боялись и ненавидели. Потому что этот персонаж мог спокойно утащить теленка. И описывают, многие информанты описывают, как он выглядел. Большая голова, узкий хвост. Именно так описывают глота и современные жители Коми. Только имя тварь получила уже более современное – крокодил. Точнее, крокодилы, потому что видят их в самых разных местах республики. Мы тоже хотели бы увидеть эту тварь своими глазами. Ведь подобная находка могла бы заинтересовать многих ученых. Как могли выжить здесь, в этих широтах, среди замерзающих на зиму рек и озер, колонии холоднокровных хищников, ровесников динозавров? Но оказалось, что далеко не все реки на самом деле замерзают во время зимы. Есть в нашем районе и вот недалеко от Богородска тоже, это, получается, сельское поселение Нившера. Значит, в реку Нившера впадает маленькая речушка Лымва, которая берет начало, исток из какого-то небольшого ключа. И вот говорят, что ключ там какой-то особый, он теплый. И, значит, в 40 километрах от Нившеры была деревня Лымва. Она, в принципе, там и находится, просто там сейчас нету жителей. А лет еще 20 назад там была полноценная деревня. Деревня, из которой исчезли все жители, а рядом незамерзающая на зиму река. Не слишком ли много совпадений для тех, кто ищет встречи с крокодилом? Наша съемочная группа в срочном порядке выезжает в Лымву. Эта речушка действительно показалась нам слишком теплой. Хотя выяснение ее температуры и не доставило нашей съемочной группе никакого удовольствия. И все же, переправляясь через реку, нам не удалось обнаружить ничего подозрительного. Вскоре мы вышли к старой заброшенной деревне. Жители окрестных сел сюда не ходят. Вокруг этих мест дурная слава. Дома и вправду выглядят жутковато. Но мы все же решились войти внутрь. Мы и сами не знали, что надеялись найти в этих пыльных, пустых и темных человеческих жилищах. Как вдруг в темном амбаре мелькнуло что-то белое. Слишком белое. Кость. Когда мы извлекли эту находку на свет, то едва могли поверить собственным глазам. Но факт оставался фактом. Здесь, в заброшенной деревне Республики Коми, в регионе, где климат невероятно далек от тропического, в старом заброшенном амбаре мы нашли череп крокодила. Его форму сложно с чем-либо перепутать. И специальные исследования развеяли последние наши сомнения. Это на самом деле череп крокодила. Судя по размеру черепа и тому, где именно мы его нашли, можно предположить, что это детеныш крокодила, которого попросту загрызла хозяйская собака не менее 15-20 лет назад. А значит, местные жители нас не обманули. И вот уже не одно десятилетие рядом с человеком здесь обитают агрессивные древние рептилии. И выживают в этом суровом климате они именно благодаря этой незамерзающей реке. Но почему река Лымва, на первый взгляд самая обычная река для этих мест, вдруг оказалась незамерзающей? Мы на собственном опыте уже убедились в том, что течение этой речушки недостаточно быстрое для того, чтобы не замерзать по естественным причинам. Кроме того, мы сверились с картой местности и убедились в том, что никаких промышленных или химических предприятий на реке нет, так же, как и гидроэлектростанций. Однако местный исследователь Валерий Тун сообщил нам,
у него есть версия, способная объяснить и незамерзающую реку, и наличие в ней крокодилов, а также отсутствие крыс на много километров вокруг. Прямо за Лымвой Валерий отвел нас в странную рощу. Когда-то она считалась у местных народов священной запретной зоной. Это первый островок языческой рощи. Радиационный фон тут невысок, но тем не менее, если посмотреть, вот как произрастают деревья. Есть и сухие, но в основном деревья живые и растут непонятно на чем и как. Это место, единственное место во всей округе, оно не заливается водой совершенно никогда. Валерий уверяет, замеры радиационного фона, пробы воды, воздуха и грунта не дают никаких результатов. Все как обычно. Все показатели в пределах нормы. И все же стволы деревьев избиваются словно под воздействием невидимого излучения. А измерительные приборы ведут себя весьма необычно. Радиационный фон на самом деле невысок, но что самое интересное, этот радиационный фон тут играет. Опять же, непонятно почему. В какое-то время, то есть в течение месяца, он может тут повышаться и понижаться. То есть иногда вообще фон чуть ли там не до нуля опускается, иногда поднимается чуть ли не выше положенного. Объяснить ученым пока это сложно, тяжело. Есть только одни предположения. Насчет этих кривых деревьев, искривлений, они встречаются практически повсеместно. Именно вот на этом островке. Если пройти дальше, вот посмотреть, дерево аж закручено. Исследователь утверждает, стоит всего один раз прийти в языческую рощу, чтобы убедиться, это место особенное. Место само по себе обладает сильной довольно энергией. Если находиться в этом месте, часов 6-7, чувствуешь упадок сил, бывают и галлюцинации. И вот что интересно. Здесь тоже есть легенды о странных существах, по описанию весьма напоминающих золотую бабу. Существо, которое местные жители почитали как идола, а современные исследователи считают роботом. Исследователь Валерий Тун рассказал, здесь, на берегу незамерзающей реки Лымва, сохранились предания о странном человеке, неизвестно откуда пришедшем и неизвестно куда исчезнувшем. Тут в давние, очень давние времена жил такой Картайка. То есть это в переводе с коми «железный человек». Этот Картайка как-то добывал руду, сделал себе полностью железные доспехи и так далее, сделал хорошую крепкую цепь, перетянул реку, не пропускал их, брал с них дань и так далее, можно, как сказать, древний бандит. По преданию, Картайка действовал один и совершенно не боялся местных жителей. Его железные латы не пропускали удар ни одного известного на тот момент вида оружия. Но что еще более странно, Картайку совершенно не интересовали деньги. Дань он брал, что называется, товаром: шкурами, мясом, тканями. Всем, что возили местные купцы. Исчез этот странный человек внезапно, не оставив после себя никаких следов. Все это заставляет Валерия Туна думать, что Картайка, как и золотая баба Зарни Ани, на самом деле не был человеком. Вероятнее всего, это тоже был робот, собирающий образцы для исследований. Вот что интересно. Через некоторое время после исчезновения Картайки на его место пришел новый, гораздо больше напоминающий ту самую золотую бабу. Так как железный человек, она имела железные доспехи, железное оружие. То есть она, получается, была слишком продвинута в поисках руды и изготовлении этого всего. И она считалась, что непобедимая. Ее не брали ни орудия какие-нибудь там, ни луки, ни стрелы. Люди, те, что еще не добывали руду, они не знали, что это такое, почему же ее не берет никакое оружие. То есть как таковой ее очень сильно боялись. Мы провели в странной роще несколько часов. И хотя мы не заходили вглубь, найти дорогу обратно нам не удавалось. Тут преобладают блудные места, где человек, заходя, заблудится и не может найти дорогу. Хотя и порой
Даже в местах вблизи от дороги слышен гул машин, но тем не менее человек почему-то никак не может сориентироваться. Идет на гул машин, выходит опять на то же место. Впрочем, ориентироваться на гул машин здесь абсолютно бесполезно. Ближайшая дорога за рекой. Да и шумят здесь, как говорят, вовсе не машины. В этом месте слышен гул именно с земли. Даже вот так, если можно сейчас вот ударить по земле и прислушаться, вы услышите гул. Слышите? Чувствуете? Но если поближе приложиться к земле, то, наверное, гул будет сильнее. Сейчас загадочный гул едва уловим для человеческого уха. Наши микрофоны не могут его зафиксировать. Да, ученые, конечно, утверждают, что здесь находятся карстовые пустоты. Однако есть и альтернативная версия происхождения загадочного гула. Те, кто своими глазами не раз видел, как из этой рощи вылетают огромные светящиеся шары. Те, кто видел, как крысы бегут с кораблей, входящих в зону, центром которой является эта священная роща. Те, кто помнит легенды о железных людях, уверены, здесь, под землей, находится инопланетная база. Инопланетные расы выбирают именно такие места, возвышенности, чтобы устанавливать свой генератор для подзарядки, так как они прибывают все-таки на планету Земля, и им нужно где-то подзаряжать свои летающие аппараты. И якобы, когда появляются эти инопланетяне, они включают этот реактор, и из-за этого слышен этот гул. На самом деле гул очень сильный бывает. Вот сейчас, в данный момент, он есть, но слабоват очень сильно. Генератор просто находится как в свободном режиме работы, да. А именно, когда становится сильный гул, который слышен даже в окрестностях деревни Богородск, люди это слышат. На самом деле, гул в тишину ночью, он становится таким сильным, что некоторые даже не могут спать. Итак, несколько недель назад мы приехали сюда, заинтересованные загадочным фактом. Крысы, эти вездесущие твари, способные выживать в любых природных условиях и адаптироваться даже к воздействию радиации, абсолютно отсутствуют на обширной, заселенной людьми территории в центре Республики Коми. Никогда у нас еще крысы не появились. Никогда. Ни у кого, и даже в Богородской, в общем, нету. Местные жители помогли нам определить на карте аномальный треугольник, на территории которого не живут крысы. И мы выяснили, что в самом центре этой зоны расположена так называемая языческая роща. Место, где, по предположениям исследователей, может находиться инопланетный генератор энергии. Вероятнее всего, именно вибрации или специальные сигналы этого внеземного устройства и отпугивают грызунов, с которыми не в состоянии справиться специалисты нашей планеты. В пользу этой теории мы собрали немало фактов. Многочисленные свидетели подтверждают факт постоянных наблюдений НЛО в данной местности. А народная память сохранила предание о странных существах, напоминающих роботов. Более того, вот этот человек, попросивший не показывать его лицо, показал нам невероятный артефакт – вольфрамовые пружины, найденные в отложениях 30-тысячелетней давности. А это значит, что некие механизмы, созданные с применением высоких технологий, существовали здесь еще во время ледникового периода. Так значит, невероятное предположение о космической базе внеземных цивилизаций здесь, в самом центре нашей таинственной России, действительно имеет полное право на существование. Все нити сошлись. Эта теория объясняет все загадочные аномалии на территории региона. Следуйте за легендами и помните, истина часто гораздо ближе, чем вам кажется.